Что касается категории гласных. Гласные в тувинском языке имеют три категории. Простые А, долгие А и фарингализованные А, глоточные или же глоточные А. При произношении фарингализованных в горле создается некоторое ощущение напряженности. Обозначены фарингализованные буквы с твердым знаком. Но в тувинском языке на письме обозначены всего только 9 букв таких. Это следующие буквы, слова. То есть ат, конь, от, трава, час, дождь, кат, этаж, чук, груз, поклажа, тющ, обед, чö, гуща, супа, например. Астель, еда, мясо. Но в тувинском языке очень много слов, в которых имеются фарингализованные гласные. Например, вот следующие слова. Пудук. Пудук. Краска. Здесь простая гласная. Пудук. А если будет пудук, то это уже сучок, сук дерева. Пудук. Еще раз произнесем. Ат, от, час, кат, чүк, тющ, чөп, ашем, эт. Если простой гласный произносить эти слова, то будет ат, от, час, кат, чук, тющ, чөп, аш, эт, которые имеют соответствующие значения свои. Не надо их путать. Просто ат будет имя, от огонь, час весна, кат ягода, чук сторона, тющ сон, чеп верно, выражение согласия, аш голодный, инструмент. Теперь разберем долгие гласные. А, например, арыр, болеть. Эти гласные произносятся чуть дольше, чем русское ударение. Например, если уровень русского ударения здесь, то долгие тувинские гласные находятся чуть выше, вот на этом уровне примерно. Арыр, болеть. Сала, палец. Пар, печень.